Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Лира Зеевна Гес, я доцент кафедры физики и нанотехнологии Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Прошу обратить ваше внимание на вступительный экзамен по физике и электронике на условия, примерные задания. Сейчас мы с вами все подробно разберем. Итак, форма сдачи дистанционная, сам экзамен проходит в формате тестирования, в тесте содержится 25 вопросов из следующих разделов физики: молекулярная физика, механика, электричество и магнетизм, оптика, электродинамика, колебания и волны, также элементы квантовой физики и основы электроники. Минимальный вступительный балл составляет 40. И продолжительность испытания, обратите внимание, составляет 60 минут, кроме тех поступающих, у которых есть ограничения по здоровью. Для них длительность теста увеличивается на 1,5 часа при наличии соответствующих документов. Будет всего одна попытка, обратите на это внимание. Для того, чтобы пройти свой личный кабинет, вы воспользуетесь логином и паролем, которые вам будут направлены по почте. Если вдруг вы не нашли письмо на почте, не забудьте проверить папку «Спам», иногда письма попадают туда. И первое посещение сайта вы производите под тем паролем, который пришел на почту. Затем вы его поменяете на свой, и в последующие разы вы уже будете заходить под своим паролем. При этом перед каждым экзаменом от вас будет требоваться фотография, где вы держите развернутый паспорт с той страницы, где у вас фотография, чтобы было четко видно и ваше лицо, и лицо на фотографии в паспорте. Время ограничено на прохождение экзамена, об этом, пожалуйста, не забывайте, и есть всего одна попытка. Вот таким вот образом выглядит личный кабинет абитуриента. Слева вы можете видеть ваше имя, остальные данные. И давайте обратим внимание на вкладку «Нормативные документы», потому что именно здесь находится у вас инструкция по сдаче вступительных испытаний. Она достаточно подробная, ознакомившись с ней, вы все поймете. Вот она красным цветом выделена, здесь ее нужно будет искать. Само расписание вступительных испытаний можно найти на сайте приемной комиссии. Желтый курсор указывает, куда нужно будет нажать, чтобы это расписание найти. Выглядит оно вот таким образом. Физика и электроника, вот желтым цветом выделена строка. Консультация состоится 22 июля. Консультация также проводится дистанционно. Я отвечу на все ваши вопросы, которые остались непонятными. Мои контактные данные будут в самом конце. Обратите внимание на сроки. Те, кто подал документы с 20 июня по 20 июля, сдают экзамен 23 июля с 9 утра до 10 вечера. Также есть резервный день, это 25 июля, для тех, кто по уважительной причине не смог сдавать в основной день. Но все-таки это крайняя мера, все должны постараться сдать именно 23 числа. Для тех, кто подал документы с 21 июля по 12 августа, день сдачи основной это 18 августа, резервный 20 августа. Также по времени прошу обратить внимание на следующее. Выбрать промежуток времени, когда вы будете писать тест, вы можете сами. Это любое удобное для вас время с 10 утра до 10 вечера. Однако, как только вы приступили к выполнению теста, у вас всего 1 час. И сделать половину сейчас, а половину потом уже не получится, поэтому нужно будет выбрать время такое, чтобы вас никто не беспокоил, чтобы у вас была возможность сесть и проделать все тесты. Как подготовиться к самому тесту, вы можете видеть на этом слайде. Также на сайте приемной комиссии есть программа вступительных испытаний. Вот так вот она выглядит. Здесь есть и технические требования, какие должны быть у вашего компьютера и интернета. Также форматы прописаны сдачи экзамена и то, что вы можете делать и не можете делать на протяжении экзамена. А также есть достаточно подробный перечень разделов. Вот вы можете видеть справа. То есть, что вы должны знать из механики, из электродинамики и тому подобное. То есть, все основные темы здесь перечислены. Кроме того, в программе вступительных испытаний есть и рекомендуемая литература, где вы можете ознакомиться с теорией и прорешать какие-то задачи. Ну, а примерные задания можно видеть вот на этом слайде.
Первая задача, где у нас два автомобиля движутся со скоростями, известна масса первого и отношение импульса второго автомобиля к импульсу первого. И требуется выбрать один из вариантов, чему равна масса второго автомобиля. В принципе, для решения этой задачи вам требуется знать только определение импульса, что импульс равен произведению массы на скорость, далее составить пропорцию, и задача решена. Следующая задача, пример, это оптика. Известен синус предельного угла полного внутреннего отражения на границе раздела сред стекло-воздух, вот он 8/13, чему равна скорость света в стекле. Задача на геометрическую оптику и на знание закона полного внутреннего отражения. Третья задача на комбинаторику, теорию вероятности. В коробке 2 синих, 6 красных и 12 прозрачных шаров. От вас требуется вычислить вероятность вытащить цветной шар. Но у нас цветных шаров есть два типа, это синие и красные. Если сложить их число, это будет 8. И есть еще 12 прозрачных, то есть это не цветные. Итого общее число шаров 20, из них 8 цветных, соответственно, вероятность у нас составляет 8/20, да, или 0,4 в данном случае. И четвертая задача, пример из электродинамики, как будут вести себя ток и напряжение в цепях переменного тока, если включить катушку индуктивности. Соответственно, вы должны знать, как записывается уравнение для тока и напряжения в гармоническом формате. И тогда опять-таки задача очень легко решается. Вот такие вот примеры, еще раз говорю, с ними же вы можете ознакомиться в программе вступительных испытаний. Ну а вот мои контакты для дня консультации. Именно в день консультации, очень прошу не писать, не звонить в другие дни, вы можете воспользоваться либо электронной почтой, которая здесь указана, либо написать на WhatsApp, что в принципе, наверное, будет быстрее и удобнее. Вот и все. Если по просмотру этого видео у вас остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, в день консультации я буду на связи. Пишите, звоните, будем отвечать, стараться на все ваши вопросы. Всего доброго.